Легенды о гигантских ящерицах, населяющих австралийскую территорию, на первый взгляд могут показаться фантастическими. Тем не менее, недавно обнаруженные окаменелости доказывают обратное, что это не очередная байка о жизни первобытных людей. Организация палеонтологов Университета Квинсленда во время недавних раскопок на глубине нескольких метров обнаружила окаменелые фрагменты гигантской ящерицы. Ученые утверждают, что ящерица проживала около 50 тысяч лет назад, именно в то время, когда первые предки австралийских аборигенов прибыли на континент. Когда мы нашли небольшой фрагмент окаменелых останков гигантской ящерицы во время раскопок в одной из пещер Каприкорн, это было потрясающее чувство – прикоснуться до существа, которое было описано в легендах и мифах. Эта кость, сантиметровая остеодерма, обернутая в кожу древней ящерицы, является самым поздним свидетельством пребывания этих рептилий на континенте, заявил палеонтолог Гилберт Прайс. По большей мере не важно, кому принадлежали эти останки – комодскому варану или вымершей мегалане, вес которой достигал 500 кг, а длина целых 6 метров. Главное, что теперь можно с уверенностью утверждать, что мега-ящерицы существовали вместе с предками аборигенов. В Австралии в ту эпоху помимо мега-ящеров также обитали крупные вомбаты, размером с носорога, гигантские змеи и кенгуру. Палеонтологи находили останки этих животных по всему континенту. Несмотря на то, что ученым уже было известно о существовании древних людей вместе с гигантскими животными, именно данная находка является первым доказательством проживания ящера на континенте в тот период. Неизвестно, что именно привело к вымиранию крупных ящеров наряду с остальными представителями мегафауны. Возможно, это истребление их людьми или глобальное потепление. Однако именно сейчас гипотеза о том, что ящеры могли быть истреблены человеком, имеет под собой более серьезные основания, утверждает Прайс.